Учитель, в его руках будущее нашей страны, но при всем влиянии сам педагог нуждается во внимании и поддержке. Сегодня в приемной партии «Единая Россия» в рамках всероссийского приема преподаватели имеют возможность донести свои вопросы и чаяния до власти. Беседа проходит под руководством заместителя министра образования и науки Ингушетии Аси Гитагазовой. В преддверии значимого для всех нас праздника День учителя мы хотим еще раз услышать обратную связь от своих главных участников процесса, это педагогов. Мадина Харсиева – учитель русского языка и литературы в лицее Магаса. Стаж работы – 9 лет. На прием Мадина пришла с мыслью о своих учениках. Она хочет узнать, где выпускникам найти полную и доступную информацию о целевых местах для обучения. Когда возникают такие моменты, когда ученики просто не знают о том, что могут получить места по целевым направлениям. Как вообще детям, выпускникам из нуждающихся семей иметь доступ к этим программам, которые у нас идут от предприятий, от органов власти Республики Ингушетия? Ответ представителей Минобра республики исчерпывающий. Вне зависимости от того, абитуриент где же проживает, откуда подает эту заявку, он заходит на портал «Работа в России». Все работодатели, органы государственной власти, предприниматели, юридические организации выставляют свои требования по вакансиям, и в зависимости от выставленных требований вузы формируют свои целевые программы на обучение. Абитуриент заходит на этот портал прямо из дома, выбирает интересующую его перспективу по трудоустройству и уже в зависимости от вакансии по перспективе выбирает себе конкретный университет, где он захочет и будет продолжать учиться. Темы, которые поднимают педагоги, самые разные. Это и поддержка молодых специалистов, и вопросы оплаты труда, и, что очень важно, статус учителя в современном обществе. Привлекательность любой профессии, она зависит от того, в каких условиях труда будет работать человек, каков будет уровень оплаты труда. Вот. Поэтому вот сегодня мы очень много работаем над этим вопросом. Цель проведения приема – наладить прямой диалог между педагогическим сообществом и руководством республики, выслушать проблемы, найти пути их решения, поддержать тех, кто ежедневно трудится на благо образования. Я думаю, данный прием не только даст учителям знать о том, что мы всегда готовы услышать их какие-то боли, их переживания, не только готовы принять их в любое время, да, с любым вопросом, но и будем рады найти способ помочь, урегулировать какие-то процессы, которые все-таки вызывают у них затруднения. В суете вопросов и проблем нельзя забывать о главном – о значимости профессии педагога. В конце приема учителей поздравляют с предстоящим праздником, вручают цветы и приветственные адреса. Единая Россия неизменно поддерживает педагогов и считает развитие образования одним из главных приоритетов. Желаем вам здоровья, благополучия и профессионального признания. Всероссийский прием учителей – это шаг к укреплению диалога и совместному решению задач, стоящих перед системой образования. Важно помнить, что поддержка педагогов – это инвестиция в будущее всей республики. Хадиджа Евлоева, Сулейман Костоев, Магас 24.